И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Качественные проекты, которые Россия готова финансировать. Визит Владислава Суркова в Абхазию. Операция, предопределившая исход войны. 24 года тамышскому десанту. Сколько дней ждать абхазский паспорт? Актуальный репортаж программы. Сегодня Абхазию с рабочим визитом посетил помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. На встрече президента Рауля Хаджимба с Владиславом Сурковым обсуждались вопросы текущего сотрудничества двух стран. В частности, реализация проектов по инвестиционной программе содействия экономическому развитию Абхазии. Встреча с президентом Раулем Хаджимба была очень успешной и прошла на очень позитивном фоне. Об этом сказал журналистам помощник президента России Владислав Сурков по итогам переговоров с президентом Абхазии. Начат очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства уже поступили из России. Абхазской стороной подготовлена необходимая документация по всем объектам, включенным в инвестпрограмму, сказал помощник российского президента. В соответствии с теми документами, которые были подписаны абхазской и российской стороной, продолжен процесс работ по части, связанной с реализацией инвестпрограммы. Вопросы, связанные с теми мероприятиями, которые были предусмотрены по линии инвестиционного агентства, где практически работы 3 банков существенно сказываются на экономическое состояние Абхазии. Я думаю, что те вопросы, которые мы обсудили, позволят нам думать о том, что работы идут в достаточно позитивном русле, но хотелось бы, чтобы наши люди почувствовали в ближайшее время все то, что мы делаем сегодня, быстрее бы сказалось бы на качестве жизни и на бюджетных возможностях нашей страны. Я рад отметить, что сегодняшняя встреча наша проходит на очень позитивном фоне. Я уже поблагодарил за это президента Абхазии, потому что действительно развернуто очередной этап инвестиционной программы. Финансовые средства поступили от России, подготовлена качественная документация по всем этим объектам, значительная часть которых это инфраструктурные объекты, что, мне кажется, очень важно, потому что социальных объектов построено достаточно много. Сейчас для экономического развития важен фундамент именно в виде хорошей инфраструктуры. Это важно и для туристического сектора, и для любого другого экономического сектора, в том числе и промышленного. Также уже президент это отметил. Мы рады сказать, что инвестиционное агентство, которое занимается вложениями денег российских, в том числе инвесторов в Абхазию, развернуло свою работу. У нас одобрено проектов более чем на 1 миллиард рублей. Это и гостиничный бизнес, это и пищевая продукция, сельское хозяйство. Джем уже делают, правда, до сих пор я их не попробовал, но надеюсь, что в этот приезд банку другую получу в качестве подарка. И это все на самом деле радует, и радует главное то, что у нас слаженная работа очень идет. Вот мы сейчас сидели, обсуждали даже, честно говоря, обычно в любом совещании присутствует какой-то элемент тревоги, проблем, задач, острых задач, споров, дискуссий. У нас этого всего нет не потому, что нет проблем, а потому что по всем проблемам мы хорошо друг друга понимаем и действуем абсолютно слаженно. Это очень большое достижение. И также приятно отметить, что в республике сейчас очень благоприятный политический период. Мы видим стабильность политическую, что тоже критически важно для развития республики, ее экономики и ее социальной жизни. По поводу выдачи гражданства жителям Абхазии, ведь в базовом договоре есть такой пункт, согласно которому по упрощенной схеме. Скажите, когда возобновится этот процесс? Спасибо. Я думаю, тут президент более точно сможет ответить на этот вопрос. Документы готовы, они находятся уже практически в кабинете министров. И я надеюсь на то, что и российская, и абхазская стороны в ближайшее время закончат решение этой задачи. Может ли Абхазия, учитывая взаимоотношения, дружеские взаимоотношения между нашими странами, рассчитывать на поддержку России в вопросе укрепления и развития контактов с репатриантами из Турции, также способствовать их возвращению на историческую родину? Знаете, этот вопрос, мне кажется, должна решать сама Республика Абхазия со своими, так сказать, соотечественниками, как у нас в России принято это называть.
насколько тут заинтересована может быть Россия, тогда надо России объяснить, а в чем ее интерес в возвращении репатриантов. Если вы нам расскажете об этом, мы дадим свою оценку. Ну, я могу сказать одно. В тех процессах, которые были за все предыдущие годы, нам никто не ставил палки в колеса. Абсолютно. Подчеркну, это все зависит от нас, насколько мы сами будем готовы. Владислав Юрьевич, как вы оцениваете исполнение абхазской стороной инвестпроектов? Я уже сказал об этом, мы оценим весьма позитивно. Сейчас без всяких там комплиментов могу сказать, здесь нет никакого приукрашивания, мы очень хорошо взаимодействуем. И мы видим всю информацию, мы видим прозрачно, как используются российские деньги, у нас нет претензий. Как исполняется договор о союзничестве, стратегическом партнерстве, который был подписан 2 года назад? Вы знаете, в самых лучших, как говорится, тонах, если говорить, эта работа проводится. И это касается и вопросов безопасности, это касается вопросов пограничного сотрудничества. Я думаю, на одном конкретном примере. Мы долгое время говорили о тех пограничных переходах, которые были в свое время открыты. И сегодня Россия, благодаря ей и помощи России, которая была нам дана, были организованы работы по той же дороге, которая связала практически Галский район со всеми остальными селами. И закрытие постов никак не сказалось. И здесь, я думаю, что как раз-таки есть работа в этом сотрудничестве, как раз и прослеживается готовность и России дальше продолжать с нами работать по многим направлениям и вопросам, связанных с безопасностью. Что касается Минобороны и темы безопасности именно в этом направлении, здесь активно идет работа. И многое зависит, и я еще раз говорю, от нас самих тоже. И здесь тенденция положительная. Пограничное сотрудничество, пограничные, говорится, работы, которые проводятся, дадут положительный результат. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-абхазских отношений, что нужно сделать для их активизации? Некоторые говорят, в том числе и в оппозиции, что сейчас уровень взаимоотношений не такой, как был раньше. Это абсолютно не так. Тот договор, о котором только что шла речь, это как раз был показатель перехода этих отношений на более высокий уровень интеграции. И, собственно, подписывал его Владимир Владимирович Путин и президент Абхазии Рауль Жумурч Хаджимба, поэтому это все произошло в эту эпоху. И мы сейчас очень успешно движемся по всем секторальным соглашениям, хорошим темпом. Социальная интеграция возрастает, это уже, надеюсь, жители Абхазии почувствовали. У нас идет и увеличение пенсий, и ряда выплат бюджетных. Также мы ждем, это уже на российской стороне, здесь, как говорится, мяч, что будет также ратифицировано и доработано до конца соглашение о медицинском страховании, я думаю, которое позволит качественно поднять уровень медицинского обслуживания, фактически вывести его на общероссийский. Это довольно дорогостоящий для России будет вопрос, но мы будем его решать, безусловно. Я думаю, что динамика абсолютно позитивная, я просто называю примеры. Есть соглашение с Минобороны, о котором было уже упомянуто. Это очень серьезный шаг вперед, создание совместной группировки. Эта совместная группировка будет иметь современное оружие, она будет модернизироваться. Это тоже предусмотрено планами этим договором. Мне кажется, очень высокий уровень. Всегда есть к чему стремиться, но сейчас наши отношения достигли большого прогресса, я считаю. Сегодня же премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц и Владислав Сурков посетили Национальную библиотеку и Сухумскую среднюю школу номер 3, отремонтированные за счет инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. С подробностями Ирина Аршба. Третья Сухумская школа имени Юрия Воронова – одно из исторических зданий столицы, построенных в 1900 году. В этой школе учились Фазиль Искандер, Юрий Воронов и другие исторические личности. Долгие 7 лет ремонта позади. 1 сентября школа откроет двери для 600 учащихся. В новом здании большой спортзал, предусмотрены раздевалки, отремонтирован актовый зал, появился медкабинет, столовая по всем евростандартам. Энергоснабжение и водоснабжение автономное, имеется вентиляция и видеонаблюдение. Встречая высоких
высоких гостей министр образования и науки Отгур Какоба и дирекция школы выразили благодарность руководству России за оказываемую помощь. Помощник президента России Владислав Сурков, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун, премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, вице-премьер Беслан Эшба, министр образования Отгур Какоба осмотрели классы, спортзал, учительскую, актовый зал. Увиденным они остались довольны. Я просто рад и за учителей, и особенно за детей, которые здесь будут учиться. Мне очень приятно это видеть, что работа проделана достойно, и что в системе образования такой хороший вклад. В эксплуатацию этой школы даст возможность детям вернуться в эту школу. Возможности немаленькие, порядка 650 мест для детей, поэтому в этом году мы завершаем. Вы знаете историю реконструкции этой школы, он был еще в комплексном плане 2010-2013 года. Далее он вошел в инвестпрограмму 15-17, и вот сейчас мы можем констатировать факт завершения ремонтных работ. Затем гости направились в Республиканскую библиотеку имени Ивана Папаскир, которая совсем недавно открылась после реконструкции. Здесь их встречали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арцалия, директор и коллектив библиотеки, которые выразили благодарность за помощь в восстановлении культурных объектов страны. Капитальный ремонт здания Национальной библиотеки Абхазии шел с августа 2012 года по сентябрь 2015. На 4 этажах библиотеки расположены отраслевые фонды, читальные залы, отдел периодики, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека, отдел краеведческих книг. Владислав Сурков и Беслан Барцыц, а также другие гости осмотрели главные залы библиотеки, мемориальный музей Ивана Папаскир. Борис Чолария с гордостью продемонстрировал гостям антикварную мебель, принадлежавшую последнему владетельному князю Абхазии Александру Шервашидзе Чачба, а также серию книг «Живая старина» и «Первое Евангелие» на абхазском языке. Стоит штампик, видите, Париж-Одесса. Морским путем он был доставлен в Одессу, а из Одессы уже в Сухуми. В завершении премьер-министр Беслан Барцыц и Владислав Сурков подвели итоги рабочей встречи. Мы и посетили сейчас объекты, и видим, что все это развивается в нужном направлении. Также провели рабочее совещание вместе с премьер-министром и тоже обменялись мнениями. Не вдаваясь в детализацию, также встретились с парламентариями. И не буду сейчас сыпать цифрами, фактами, вы все их знаете, они публикуются в открытой прессе. Все, что намечено, будет сделано. И все, о чем Россия и Абхазия договаривались в экономической, в социальной сфере, все это реализуется. Нет ни одного на сегодняшний день проваленного вопроса. Это очень приятно. Как вам наша погода? Ну, честно, чересчур. Она, знаете, лучший враг хорошего. Вот она не хорошая, она лучшая. Я вот предпочел бы просто хорошую погоду. Но, честно говоря, жарковато. И, может быть, из-за контраста, потому что в Москве мы вылетали, было где-то там довольно прохладно, плюс 17, ливень. И, наверное, мы так еще не успели адаптироваться. Но в целом прекрасно солнце. Мы посетили сейчас объекты, которые завершены в рамках, некоторые из них были начаты в рамках комплексного плана и завершены были в рамках инвестпрограммы 15-17. Но сегодня могу сказать о том, что инвестпрограмма 17-19 и те вопросы, которые поднимала абхазская сторона при участии Владислава Юрьевича и всех коллег, все те заявки на увеличение лимита финансирования на этот текущий год, они нашли полную поддержку и понимание. Сегодня мы можем вам заявить, что авансовые платежи все поступили в республику, и сегодня уже по ним начались работы по всем районам Абхазии. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто оказывал поддержку и помощь в этом лице Владислава Юрьевича, все руководство Российской Федерации. Спасибо большое за слова. Успехов вам. Спасибо. Сегодня же помощник президента России Владислав Сурков отбыл из Абхазии. Ирина Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И к другим темам. Военная операция, предопределившая исход Отечественной войны народа Абхазии. Именно так называют сегодня высадку тамышского десанта в июле 1993 года. 24 года прошло с тех пор, но каждый год в эти дни у памятника в селе Тамыш собираются участники героического десанта, чтобы почтить память своих друзей. В Абхазии ежегодно отмечают дату высадки тамышского десанта. События 24-летней давности все еще свежи в памяти ветеранов. 2 июля к памятнику погибшим бойцам в селе Тамыш президент Рауль Хаджимба, ветераны, молодежь, общественность возложили цветы.
Конец июня 93-го. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Бои не прекращались. Восточный фронт был оккупирован вражескими подразделениями. Командование Вооруженных сил Абхазии приняло решение о необходимости овладения районом села Шрома и рядом стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы проводить наступательные операции с целью освобождения столицы не только на основном гумистинском направлении, но и со стороны пригородов. И уже 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш был высажен морской десант. Это ознаменовало начало новой военной операции, на которую возлагались большие надежды. В первую очередь необходимо было перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум и имевшую стратегическое значение. По ней доставлялось оружие, боеприпасы и подкрепление грузинских подразделений в живой силе. Кроме того, операция была как отвлекающий маневр, что давало возможность абхазской армии осуществить успешное наступление на шромском направлении. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись, в течение 7 дней контролировали главную магистраль, сдерживая натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. Больше 300 бойцов под командованием Заура Заранди справились с поставленной перед ними боевой задачей. Потери составили 11 погибшими, 38 ранеными. В ходе боевых действий бойцами абхазской армии были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Множество боевой техники было захвачено в качестве трофея. Тамышская операция стала одной из значимых событий, предопределивших победный исход всей Отечественной войны народа Абхазии. Сима Аргун, Абхазское телевидение. 24-летию июльской наступательной операции Тамышского десанта был посвящен 3-й международный турнир конного спорта «Кубок президента Республики Абхазия», прошедший накануне в поселке Бзыпта. Перед началом конных соревнований президент Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии спортсменам-конникам. А победителем скачек на приз президента Абхазии стал жокей Резван Хатков на лошади Fast Curl владельца Ахры Ашуба. Подробности в репортаже Инвера Арчи. Несмотря на очень жаркую погоду, тысячи любителей конного спорта пришли на Бзыпский ипподром. Перед началом скачек на импровизированной сцене выступили дворческие коллективы Гагарского района. Удачи коневладельцам и наездникам пожелал глава администрации Гагарского района Заур Бганба. Помимо главного приза, в этот день на различных дистанциях разыгрывались призы, учрежденные Гагарским районом, Госкомспортом Республики, послом России в Абхазии Семеном Григорьевым, а также призы памяти погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии, памяти первого и второго президентов страны Владислава Арзенба и Сергея Багапщ. В скачках победили лошади частных владельцев Валерии Камля, Ислама Исната Арзенба, Астамура Сангуля, Ардона Голландзе и Надара Цишба. Также состоялись показательные матчи по метанию дротиков и конному мячу между командами Гагарского района и села Лохна. Как и предполагалось, острая борьба развернулась между наездниками на дистанции 2400 метров, где разыгрывался главный трофей турнира – приз президента страны. Первое место и главный приз турнира завоевал жокей Резван Хатков на лошади частного коневладельца Ахры Ашуба. Более подробно о ходе и результатах соревнований вы можете узнать в передаче о спорт Адуней. Инвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении Василию Толстопятову почетного звания «Почетный гражданин Республики Абхазия» за большой личный вклад в развитие конного спорта в Республике Абхазия, оказание всесторонней поддержки по подготовке спортсменов высокого класса. Напомним, что лошадь Василия Толстопятова по кличке Конрад Лорд была выставлена от имени Республики Абхазия в скачках на приз президента России в Москве и заняла 1-е место. Мастеру жокею международного класса Станиславу Круглыхину, под управлением которого победил Конрад Лорд, вручены памятные именные часы президента Абхазии. В конце июня Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство. По итогам совещания президент поручил ускорить работу по паспортизации населения и выдаче вида на жительство. Как сейчас обстоят дела с выдачей паспортов, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Нисфаршба.
Время от времени социальные сети нашего абхазского сегмента взрывают сообщения о задержке выдачи общегражданских паспортов нового образца. И какие только жуткие истории не рассказывают. Ждали несколько месяцев, требуют дополнительные документы, ходим и все время выясняем, когда же будет паспорт. Фамилии и имен, как правило, не называют, но при этом дают очень красочные, порой переходящие границы описания. Мы решили узнать, какова ситуация, и отправились в паспортно-визовое управление. Едва успев начать общение с руководителями подразделения, мы столкнулись с женщиной, которая жаждала поделиться с нами негативом. Чтобы одна бумага 10 дней шла из Тхварчала можно весь мир объехать за 10 дней. Из Тхварчала в Сухум, из Сухума еще 15 дней в Тхварчале идет бумага. И 2 месяца. Ну о чем вы говорите? Люди, мы в цивилизованное время живем. Узнать ее данные мы просто не успели. Требуя разбирательства, женщина быстро ушла. Но многие факты из ее рассказа были тут же опровергнуты. Ждать перемещения документов по 10 или 15 дней никому не приходится уже давно. 2 раза в неделю всю документацию привозят сюда. Процесс приема документов затягивается лишь тогда, когда заполнены с ошибкой. Система с 4 ступенями защиты требует повторно ввести дактилоскопические данные. Эта новая система вообще очень интересна. Понятно, что во всем мире она используется уже давно, а кое-где и вовсе считается устаревшей. Но для нашей страны такой метод был необходим. Самый первый и главный плюс – в режиме онлайн сотрудники паспортно-визового управления могут наблюдать за процессом приема и выдачи документов. Более того, они видят эти документы и при проверке могут сразу указать на ошибки. Но и не менее важно, что сотрудник, принимающий документы, никак не может повлиять ни на сроки, ни на решение о выдаче паспорта гражданина Абхазии. Без проблем, конечно же, не бывает. По заверению руководства управления, сотрудников паспортных столов наказывают за проступки, а в некоторых случаях и вовсе вынуждают оплатить дополнительные расходы гражданина. Наша съемочная группа направилась в ближайший паспортный стол, чтобы пообщаться с горожанами и узнать, сталкивались ли они с проблемами при получении паспорта. На удивление, людей было очень мало. Наверное, сказалась жара. Все опрошенные в один голос твердили, проблем не было, паспорт получили быстро. А вы сдаете, да, на паспорт или получаете? Получается. А долго ждали? Так откуда берутся эти истории о чудовищных задержках, разных требованиях? Начальник паспортного стола Сухума Ольга Нормания пояснила. Возникают ситуации, когда необходимы дополнительные документы. Все задержки у нас связаны с дополнительной проверкой определенных граждан. Нам важно, чтобы гражданин, который подал документы на обмен паспорта, зафиксировать его фактическое проживание на территории Республики Абхазия за период с 1994 по 1999 годы. В некоторых случаях мы отправляем участковых инспекторов по конкретному адресу, чтобы они проверили. Иногда мы запрашиваем документы, там, диплом, это может быть аттестат. То есть инспектору уже при сдаче ясна картина. Он, значит, просит там паспорт, свидетельство о рождении, и, в общем-то, сразу обозначаются документы, которые нужно донести на доработку. Также есть проблемы и с архивной документацией. Например, не везде есть форма номер 1, а кое-где и вовсе не хватает части документов. Всеобщая паспортизация как раз и предусматривает этакую инвентаризацию. Общий срок подготовки паспорта – 15 дней, хотя по закону нашим службам на эту работу выделено 2 месяца. В самых экстренных случаях, скажем так, исключительных, паспорт могут выдать и за день, конечно, при условии, что все документы в полном порядке. Паспортные столы выдают главный документ каждый день с 4 до 6 часов вечера. Обращаются ежедневно, ежечасно. Всем нужно срочно. Это и выпускники, и водители, которые не могут пересечь границу. Все, кого мы опрашивали в очереди за новым паспортом, говорили, ждали недолго и никаких претензий к службам нет. Для тех, у кого все же есть нарекания к работе сотрудников паспортных столов республики, руководство управления паспортно-визовой службы предлагает писать жалобы. Нисфа Аршбалион Адлиба, Абхазское телевидение.
Верховный суд Республики Абхазия по первой инстанции вынес обвинительный приговор в отношении Амбарцума Кишишяна и Михаила Буряка по делу по факту изнасилования, совершения действий сексуального характера и убийства 9-летней школьницы Гумесинской средней школы Вержине Сурманилян, имевшего место 2 декабря 2013 года. По совокупности преступлений Кишишяну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По совокупности преступлений Михаилу Буряку с учетом имеющегося ранее наказания в виде 15 лет лишения свободы назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с ремонтно-профилактическими работами 4 июля с 5 до 7 утра будут обесточены все потребители, получающие электроэнергию в Гагарском, Гудаутском и Пицунском районах. «Черноморэнерго» приносит свои извинения за доставленные неудобства. И сейчас о погоде. Завтра в Абхазии будет ясно. Температура воздуха ночью плюс 22-26, днем 30-32. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.